2 октября Ахра Авицба был задержан за неподчинение требованиям пограничников. Инцидент произошел еще в августе на абхазо-российской границе. Позже в сети интернет появился комментарий самого Авицба, где он поясняет свой поступок. Пора было привлечь внимание к тому, что там творится. Люди стоят по 5 часов на границе. Я продемонстрировал дипломатический паспорт. Дипломатический паспорт я представляю свое государство. Судебные приставы наложили на меня ограничения на въезд. Я и объясняю это тем, что ребята все прекрасно понимают, на меня неоднократно уже так накладывается, потому что на меня опять машина оформлена. У меня коммуналка набегает, потому что я в Сочи проездом все время. И оно набегает, я приезжаю и плачу. И я им объясняю: ребята, вот у меня есть дипломатический паспорт, который это все обходит. Я буду послезавтра выезжать, я этот вопрос и так закрою. Спасибо большое, что вы мне подсказали. Тем более моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем транспортном средстве, я просто продолжу свой путь следования. Позже Ахра Авицба погасил все задолженности, но при въезде в Россию был задержан на 10 суток. После подачи апелляционной жалобы Адлерский районный суд снизил срок его административного ареста с 10 до 9 суток. После задержания Ахра Авицба в соцсетях пользователи начали писать посты в поддержку героя Донбасса. Российский журналист военкор Семен Пегов даже записал видеообращение. Пока гоняли на передовую, как-то вот не было возможности нормально отреагировать и сказать свое мнение по поводу ареста нашего брата, моего личного брата Ахры Авицба, который является героем Донбасса вообще-то, освобождал аэропорт, Дебальцево в том числе, героем русского мира. И, конечно, его арест, или как это называется, задержание, выглядит для меня немножко двусмысленно. И это выглядит крайне двусмысленно, когда мы находимся здесь на Карабахской передовой, на передовой борьбы. Отчасти русского мира тоже, ведь кто понимает, тут в теме реально. И, конечно, я надеюсь, что люди в определенных инстанциях задумаются над тем, что я говорю. И то, что все люди, поддержавшие Ахрика, говорят, что действительно это не совсем, может быть, правильная позиция. Да, если таких людей мы будем, ну вот в таком контексте задерживать, с ними так обращаться, то как бы не очень понятно, куда мы все движемся в итоге тогда. В общем, Ахрик, мы все с тобой, военкоры с тобой, ты наш брат, знаю это. Привет из Карабаха. Известный российский журналист Николай Долгачев на своей странице в Facebook написал пост в поддержку Ахры Авицба. Он не прав. Он 1000 раз не прав. Но я за него. Ахра имеет дипломатический иммунитет. Он сотрудник администрации президента Абхазии. Но и это не главное. Он мой друг. Он друг России. Абхаз Ахра Авицба самый настоящий русский. Это имеет значение. Для тех, кто решил, что я оправдываю нарушение закона, повторюсь, что он виноват и неправ, и закон есть закон, никаких исключений не должно быть. Но я морально за него, поддержу друга даже тогда, когда он не прав. Не призываю закон применять избирательно, нет, но хочу, чтобы друг знал, что я мысленно с ним. Мы обратились за комментариями по поводу инцидента с помощником президента к секретарю Совета безопасности Абхазии Сергею Шамбо. Ахра Авицба человек заслуженный, в Донбассе принимал участие в боевых условиях, раненый неоднократно человек. И тем более он, обладая дипломатическим паспортом, считал, что меры, которые применяют к нему на границе, необоснованы. И в связи с этим произошел конфликт, который продолжался в течение почти всей ночи. И под утро, как выясняется, у человека нервы сдали, и он нелегально, несмотря на запреты, пересек границу тогда. Было возбуждено уголовное дело. Мы со своей стороны обращались в разные инстанции в России, и президент наш Аслан Георгиевич Бжаня в том числе, договорились все-таки, что он явится, не намеревался вообще скрываться от правосудия.
Он поехал туда 10 дней назад, его задержали и административное наказание в виде 9 суток ареста вынесли. Вот этот срок прошел, он сейчас вышел, но сейчас он находится по подписке о невыезде, и предстоит еще судебное заседание, которое должно будет определить меру по поводу вот этого незаконного пересечения границы. Эти 9 суток, которые он отсидел, они были связаны с административным наказанием в связи с неподчинением соответствующим властям. Поэтому еще впереди будет судебное разбирательство. Ну, надеемся, что там как-то, учитывая все его заслуги и многие другие факторы, как-то будет лояльное все-таки отношение. Сейчас Ахра Арицба находится на территории России под подпиской о невыезде в ожидании суда. Примет ли суд во внимание боевые заслуги героя Донбасса, покажет время. Алика Трапштамас Чиковани, Абхазское телевидение.